Сейчас от озера только осталось что-то похожее на пруд. Вся остальная территория в грязевой каше. Но уже 2 недели здесь работает бульдозер и экскаватор. Спустя 3 года у водоема появился шанс на вторую жизнь. Это уже вторая попытка оживить водоем. Первая закончилась уголовным делом. Сумма контракта составляла свыше 1 миллиона рублей. Прокуратура Саягорского района провела проверку. Теперь это уголовное дело и статья мошенничества. В 2014 году по итогам тендера на очистку озера в поселке Озерный было выделено более 1 миллиона рублей. Спустя 3 года счетная палата в документах нашла завышение и стоимости, и объемов работ почти на 800 тысяч рублей. То, что осталось на благоустройство, озеру не помогло. Проводится предварительное следствие для установления всех очевидцев происшествия и для установления виновных лиц. А фигуранты дела кто сейчас на данный этапе? Пока следственная тайна, поэтому не можем пока разглашать. В объектив наших камер водоем попадает не в первый раз. В сентябре, когда аудиторы огласили результаты проверок, в исполкоме попытались встать на защиту компании-подрядчика ООО «Многоотраслевое предприятие МП». Претензий нет, конечно. Подрядная организация тоже нет никаких претензий. Это вот такая ситуация, что, погодные условия было, это зимой работали. Руководитель компании тогда обещал начать очистку озера в начале октября. Но, по словам рабочих, раскопки начались лишь 2 недели назад. Я срезал камыши. Пока еще никуда ничего не вывозили. А почему не вывозите? Не можем ездить. Мороз ждем. Куда ушли деньги и утекла вода с озера? С вопросом мы обратились к директору компании-подрядчика. Как оказалось, заказом занимались другие. В этой странной цепочке они были лишь посредниками. Там делала, другая фирма делала. Они не могли участвовать в торгах. У них не было электронного ключа. Вот я им помог выиграть. О, профстрой. Они, что мне перечислили, я им деньги перечислил. А почему вы вот решили помочь им? Ну вот бывает, не надо такое непонятное. Ни брат, ни сват, ни знакомые. Так ли это на самом деле? Чью просьбу они тогда удовлетворяли и куда ушли средства? Предстоит разобраться следствию. Пока работа компании ведет за свой счет, но наполнять озеро водой они не собираются. Воду не заполнили, а озеро заросло камышом. В контракте было прописано, что должны заполнить водой? Нету, в контракте нет такого слова. И в смете нет такого слова вообще. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы до 6 лет. Салават Мухаммадуллин, Амир Залишев, ТНВ, Высокогорский район.